выезжаем 22 числа на территории Коми через Цисельский район. Значит, и тут у нас, поскольку самая длинная часть пути занимает путь по республике Коми, мы решили для себя отрабатывать 3 посыла внутренних. У нас год очень юбилейный в этом году. Во-первых, печати Коми 10 июня будет отмечаться 100 лет. Мы как только заедем в Коми, мы сразу едем в Визингу и хотим заехать в редакцию газеты «Маяк Сысоева». Первая редакция на нашем пути. Мы вообще планируем заезжать во все редакции, которые нам будут встречаться, общаться со своими коллегами. Вот. Второй посыл. В этом году, тоже в июне, Государственному Совету Республики Коми, парламенту нашему, 80 лет. И мы благодарим Госсовет Коми за то, что он нас сходу, кстати говоря, без всяких переговоров поддержал. Надежда Борисовна Дорофеева, мы пригласили ее на церемонию официальную старта в Петропавловскую крепость. Пока что думаем со своим графиком. Если не получится, то, возможно, она нас будет встречать в городе Ухта с депутатами Госсовета. Так получилось, что у нас 4 экипажа, 4 автомобиля пойдет. Головной экипаж ведет Антон Мельников, известный гонщик. Вот. Один из экипажей возглавляет председатель комитета по бюджету Госсовета Виктор Чураков. Он будет пилотом. У нас пройдет с нами практически весь путь. Затем его символическую эстафету он передаст в Ухте, где перехватывают депутаты Госсовета, ухтинские встречают. В Усинске нас встречает Лейфрид, депутат Госсовета, с городской властью. И таким образом у нас выстраивается с юга на север, у нас везде будут сопровождать депутаты парламента. Вот. И еще одна очень важная тема. Скоро 100 лет Республики Коми. Есть указ президента об отмечании этой темы. Разумеется, мы тоже будем светить эту тему. Очень мощно напоминать. Официально это 80-летие нашего парламента и реклама в целом парламента в Республике Коми и на северо-западе. А вторая задача, она, честно говоря, достаточно субъективная. Это как раз посмотреть изнутри еще раз Республику Коми, работы в Республике Коми, надо лучше ее знать. И плюс к тому, что ездим много раз до Санкт-Петербурга, например, да, я много раз видел осветления в разных городах и так далее, но ни разу в них не заезжал практически во все. И здесь как раз интересно посмотреть, увидеть, тем более Алексей уже начинает рассказывать много историй, я думаю, что очень сильно и хорошо будет подготовлена сама поездка. И здесь я, конечно, с удовольствием поучаствую во всех этих мероприятиях. Коротко так. Да, спасибо, что Степан Викторович. Ровно 1 минута понадобилось уговорить человека в ноябре поехать с нами. Он мгновенно согласился, сказал, что экстремалы очень интересны.